Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вита Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, а в нашей студии гости, я рада их представить. Сегодня со мной Дмитрий Паньков, чему я очень рада, как обычно. Дмитрий – руководитель отделения Народного фронта в Республике Саха-Якутия, народный депутат Ил-Тумен. И, Дмитрий, я вам очень благодарна. Сегодня у нас завершающий эфир программы «Якутск сегодня». Последняя программа, которая будет выходить в прямом эфире. Потом у нас отдых, и только в сентябре мы вернемся к прямым эфирам. 3-го, надеюсь, сентября. Я думаю, почему бы и нет. А для наших слушателей и зрителей будут идти повторы. И я вам очень благодарна, что в течение последних месяцев вы так ответственно подходили к эфиру, помогали мне их организовывать, и мы с вашей помощью, с вашей легкой руки очень многие темы смогли обсудить в этой студии. Вы помогли нам понять, какие проблемы у многодетных семей сегодня в нашем городе. Вы помогли тем, кто хочет построить частный дом в Якутске, получить консультацию эксперта в этой сфере. Мы говорили и про волонтерство в теме СВО. И вот наш предпоследний эфир был посвящен раскрытию творческих способностей наших горожан во взрослом возрасте. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что в сентябре мы будем продолжать с вами сотрудничество. Обязательно, конечно, приглашайте. Вам спасибо за такую возможность. Действительно, мы смогли познакомить наших телерадиослушателей с большим количеством очень таких креативных людей, которые действительно переживают за нашу республику. Это обычные люди, которые действительно являются экспертами в той или иной области. И сегодня как раз мы будем говорить на тему креативных индустрий. Как-то с прошлой у нас передачи пошло, про креатив такой определенного рода. И действительно это на сегодняшний день, в Якутии является таким определенным трендом развивать креатив. Креативные индустрии, они довольно-таки интересные и не совсем понятные. Поэтому у нас сегодня эксперт в этой области, человек, который действительно связан с этой индустрией. Я думаю, вы его представите, и мы начнем диалог. С удовольствием представлю. Сегодня в студии гость, которого вы пригласили, с которым я рада познакомиться, Прокопий Филиппов, генеральный директор одной из IT-компаний нашего города. Прокопий, здравствуйте. Здравствуйте всем, привет. Благодарю вас за понимание ситуации, которая была вчера. Я рада, что вы сегодня в нашей студии. Я передаю с удовольствием бразды правления эфиром Дмитрию и буду внимать вместе со слушателями и зрителями ту информацию, которую, я думаю, которая будет интересна, наверное, всем. Да, действительно. Прокопий, в принципе, люди в общих чертах имеют понятие, что такое креатив, но хотелось бы именно ключевые направления, которые у нас в республике сейчас развиваются, именно в креативной индустрии. Что это за направление? Я считаю, что это кино, это первое из основных, который драйвер. В дальнейшем это музыка, это уникальные товары наши, креативные, и, соответственно, дальше это уже IT. IT-сфера. Да, IT-сфера. Но к чему я? К тому, что мы, как экосистема, сейчас на данный момент закрываем эти все потребности, и мы развиваем их. Мы продаем билеты на концерты, театр, спектакли. Все это продается у нас. И мы понимаем, что мы даем возможность развитию креативной индустрии. Через нас было продано почти больше миллионов билетов. И это ваша IT-компания? Да, это IT-компания. Да. Соответственно, если мы говорим про IT, мы развиваем. Сейчас на данный момент у нас в штате большое количество сотрудников, которые развивается, и оно молодое. Больше средний возраст 27 лет. И мы понимаем, что мы развиваем молодежь с точки зрения направления IT. И мы находимся в IT-парке, в квартале труда. В IT-парке я вижу, что на 5-м этаже очень много молодежи, молодых ребят учатся программировать, не только какие-то сервисы создавать, но и игры. И
Ну, скажем так, то есть это та ниша, сфера деятельности, в которой задействованы у нас поколение Z и Y, да? Да. Молодое поколение, которое мечтает, хочет развиваться и создает. И вот из основных тоже про кино. Мы же говорим, что мы вторые после Москвы, кто создает большое количество фильмов. Но при этом коэффициент доходности у нас очень высокий. Мы создаем фильм в среднем от 5 до 10 миллионов. Он выходит в кассу и в кассе делает там, от 25 до 40 миллионов. Ну вот онлайн-кинотеатры — это по сути тоже та же самая индустрия креативная. Да. У нас, в принципе, достаточно большое количество в целом, да, в стране онлайн-кинотеатров, и первые из них появились уже давно, в принципе, очень да, давно, помню, еще приложения разные. Да. Но вот приложение — это тоже та самая сфера IT, которая активно помогает, я так понимаю, продвигать какие-то товары, определенные услуги и прочее. Но вот в условиях санкций, которые пришли в свое время, действительно у нас, наверное, в 22 году, да, когда началась специальная военная операция, некий вакуум резко такой возник, и вот каких-то направлений стало катастрофически не хватать. Вот какие эти были направления, в которые действительно нужно было прям срочно вкладываться, вливаться и заниматься ими? Такой сложный вопрос, но мы вообще приложение сделали. Вот сегодня на нашему приложению 3 года. Мы создали его 27 июня 2022 году. И вот к этому вопросу, то, что надо создавать что-то, и мы понимаем, я понимал тогда, что да, ушли гиганты или уходят, и мы можем создать свой аналог экосистемы, очень хорошей и качественной. И вот к тому, что стриминговую платформу, да, многие ушли, и мы тоже об этом как бы сильно там знали, но при этом мы недавно только сделали платформу, где можно там смотреть фильмы и подкасты, но при этом мы сейчас на данный момент сняли 2 сериала своих собственных, и развиваем индустрию именно внутри стриминга. Сериалы пользуются популярностью? Очень. Молодежный сериал, там, от 18 даже от 14 до 25 лет. Потом сейчас снимаем уже детектив, документальный фильм снимали. Вот про СЭХ сняли сегодня, вот вышел. Сериал? Нет, фильм. Фильм именно. Документальный фильм. То есть он рассказывает о том, что, в принципе, как возник этот праздник? Как возник праздник, культура, ценности и все остальное. Ну, это очень правильно, потому что просветительская деятельность, она через культуру должна прививаться. Недавно у нас вышел подкаст с мэром. Вот, и очень, очень хороший показатель просмотров. Но я к чему? О том, что да, мы можем говорить цифры, но при этом мы даем возможность молодому поколению развивать. Тот же звукооператор, монтажер, это все в большей части молодые люди. Рабочие места. Это не про то, что я как-то там сам через ИИ создал и загрузил. Нет, это все люди делают. А вот вопрос такой неожиданный, да? Мы все знаем, что у нас, к сожалению, есть такая тенденция, да, покидать регион. Молодые люди уезжают, не возвращаются после институтов, когда уезжают в среднюю полосу России. Вот IT-индустрия вот креативная, да, индустрия, она помогает задержать вот эту молодежь? Я считаю, да. Что у нас 87% команды с Якутска. Вот. Это круто. Это очень классно. То есть, вот еще один такой довольно-таки большой вопрос, да, который помогает закрывать креативная индустрия. Действительно, это важно, потому что с этим тоже надо бороться. Много говорят о том, что Якутия является таким прорывным регионом, драйвером креативной индустрии. И почему? Почему именно в Якутии развивается более активно креативная индустрия? Наверное, из-за холода, из-за нашего менталитета.
что мы хотим создавать что-то. Мы не можем просто взять и сидеть, посидеть всю зиму, там, да, ничего не делая. Вот об этом. И к чему я? К тому, что очень много стало, кто создает именно товары сейчас еще. Видели, да, Сахамук, да, другие бренды очень сильно развиваются. И это о том, что молодежь и вообще создание вообще продукта, не только IT, не только песен, то именно товаров еще. Это большой цикл времени, что мы здесь находимся. Плюс мы еще являемся самым из вторых, в топ-10 входим в число, кто посещает, больше сидит в интернете, соответственно, молодежь. Наверное, еще пандемия, да, сыграла очень такую немаловажную роль, потому что люди сидели дома, и нужно было как-то зарабатывать, действительно развиваться. Видимо, да. Тоже, потому что дистанционная, наверное, работа, она присутствует в креативной индустрии, да? Если IT именно рассматривать. IT, например. Да, у нас тоже, как я и говорил, что у нас удаленная работа. Люди могут работать где хотят. У нас есть парни, которые в Нюрбе сидят и работают, или в Вилюйске. А вот если мы говорим о кино, да, которое у нас действительно начинает очень хорошо развиваться, мы говорим о том, что у нас уже на втором месте после Москвы по количеству выдачи в прокат фильмов. Климатические условия. Зимой у нас кино снимают? Или это все-таки в наше короткое якутское лето надо успеть отснять все? Осень, весна еще, да? Я считаю, что только большая часть фильмов снимается летом, осенью, весной. Все. И то весной не так много. Вот. И вот этот цикл, вы же замечаете, что да, летом не так много якутских фильмов, они начинают выходить уже осенью, и производственный цикл может длиться от 3 до года. Меньше года, сложно. Да, есть какие-то уникальные проекты, которые создаются за 3 месяца и все. Но к чему это? К тому, что кинопавильон мог бы помочь развивать создание большого количества фильмов. То есть увеличить поток. Да, увеличить поток. Мы увеличиваем временной отрезок, за который можно... И не только по формате того, что будет постоянно, это очень большой пласт возможностей, которые для молодежи будет реализован. И на ваш вопрос о том, что вероятнее всего люди не будут уезжать. Потому что здесь будет работа, здесь будет интересная работа, здесь будет инфраструктура. При этом еще можно будет хорошо зарабатывать, потому что сейчас есть момент, что очень из киноиндустрии уезжают в Москву, потому что там зарплата лучше. Да, это понятно. Режиссеры, да, я так понимаю, тоже уезжают. Я как-то посмотрела фильм Владимира Мункоева «Счастье». И меня это перевернуло просто. До сих пор этот фильм как-то переживаю внутри себя, и я после этого фильма стала очень внимательно смотреть на якутское кино. Режиссер просит, чтобы, Дмитрий, вы чуть-чуть были поближе к микрофону. Спасибо. Вот. И кинопавильон, я считаю, что стоит строить, создавать. И это до эфира мы с тобой еще разговаривали о том, что это возможность потока людей еще в наш регион. Туризм, так сказать, бизнес-туризм. Бизнес-туризм. Тогда будет развиваться еда, гостиницы, все будет развиваться. Аналогичного какого-то проекта как кинопавильон у нас на Дальнем Востоке вообще в принципе нет. Да. То есть к нам будет ездить снимать фильмы. Да, имея технические возможности Якутии, приезжать, снимать фильмы. Потому что с Владивостока прилететь в Москву и по бюджету Москвы снять фильм будет очень дорого. А с Магадана взяли, прилетели сюда, сняли быстренько фильм, все, улетели. Вот об этом речь. А отвлечемся немного от кино. Это всего лишь одна из ветвей креативной индустрии. Как человек приходит к тому, чтобы бросить типичный бизнес, по продаже, еще что-то, может, производство какое-то, и заняться IT? Неужели этому где-то учат? Или как? Я, правда, я бы, наверное, не смог.
Да, я же развивался как предприниматель давно, 10 лет уже, и попробовал в начале производства, вначале был как бы вообще ремесленником, да, делал ремонт в квартирах, потом пошел в производство окон, после этого уже розница мебели. И это не было таким простым каким-то движением, что я буду айтишник. Нет, такого не было. Это я увидел все процессы бизнесов, разных бизнесов, и увидел, что очень большой потенциал в IT-индустрии. И я могу давать возможность миллионам людей. Вот там, если мы говорим, что в нашей компании, в нашем приложении там, да, больше 300 тысяч пользователей. И это круто. И это я даю возможность людям смотреть вот эту индустрию через нашу платформу. И это классно. И вот меня это мотивирует, и мне захотелось тогда, на 2022 год, создать что-то большее. Не просто продавать товар, а помогать развивать республики людям. И я это видел возможность. Да, понятно, что деньги тоже там, да, из ключевых моментов, но желание создать что-то большее и показать, что наша республика может еще что-то делать, даже в рамках там, то, что у нас там санкции и все остальное, но мы можем. То есть это не сколько бизнес идея, а это именно порыв души, что-то создать, что-то свое, что-то новое, что-то действительно креативное. Да, да, креативное, хорошее, доброе и с хорошим большим потенциалом, что мы можем тоже конкурировать с тем же Яндексом, сделать на Дальнем Востоке очень крутое приложение, вот мы уже сделали его, да, и развиваться там с Красноярска, все будут пользоваться им, и мы такие достойно, гордо можем сказать, что у нас есть супер экосистема, в которой мы смотрим и развиваем индустрию креативную. Вот. Я помню, какой-то год у нас тут все с ума сходили, метавселенная. Я надеюсь, все, не будет вот этого футуризма. Мы вернулись на Землю все. Экономически вообще выгодно делать все-таки экосистему, потому что ты зарабатываешь с разных источников. Но для пользователя это хорошо и удобно, потому что тебе не надо миллион приложений. Вот. Все. Скоро мы должны там условно сделать банк, чаты, переписки, и это будет тоже из одной пользу давать будем людям. Это тоже важно. А не так, что ради денег и все остальное. Вот смотри, если привычный бизнес, ты можешь просчитать бизнес-план, ты занимался окнами, ты примерно можешь посчитать в Якутске количество новостроек и понимать, какой объем потребностей в городе имеется, да? Посчитать конкурентов и все. Это все можно изложить на бумаге. То, что связано с IT и вот с какими-то индустрией, да, креативной, довольно-таки сложно это просчитать. И, соответственно, здесь большие риски. Да. Там, потому что требуются тоже вложения. Есть ли какие-то меры поддержки от государства, от республики, чтобы люди действительно, может, сомневающиеся, все-таки взялись за эту историю? У нас 1,5 минутки до конца эфира. Да, есть. Поддержка идет. И я считаю, что, конечно, хотелось бы еще больше и прям быстрее, но мы понимаем, я понимаю, как предприниматель, государство это тоже бизнес. И мы понимаем, что они дают то, что могут пока дать. Вот как-то так. Ну, меры поддержки от главы республики, насколько помню, были от Александра Сергеевича во время ковида предусмотрены какие-то. Ну, мы до ковида развивались, я вот не знаю, но вероятнее всего, конечно, предприниматели получали свою. Ну, действительно, тема довольно-таки интересная, и можно обсуждать ее очень много. У нас будет впереди еще один гость из этой же сферы. Я думаю, мы обязательно раскроем еще максимально полезную информацию, которую, может быть, люди, наши телерадиослушатели, воспримут и захотят внедриться в эту креативную индустрию.
Спасибо большое. Я думаю, что таких, как я, слушателей и зрителей тоже есть. Я не очень сильна в этой теме, но слушаю с интересом. Дорогие друзья, вы оставайтесь, пожалуйста, с нами до конца этого часа, потому что впереди во втором блоке в нашей студии еще будет Петр Гоголев. Он директор по коммуникациям Фонда развития и инноваций Республики Саха-Якутия. Ну и, конечно, мы с Дмитрием будем вас ждать. Оставайтесь, короткие 4 минуты, и мы вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, и мы продолжаем говорить про креативные индустрии. Со мной в студии мой соведущий Дмитрий Паньков, и у нас есть гость Петр Гоголев, директор по коммуникациям Фонда развития и инноваций Республики Саха-Якутия. Петр Гоголев. Петр, здравствуйте, рада с вами познакомиться. И я с удовольствием буду слушать, так же, как и в первом блоке, ваш разговор, потому что я совсем ничего про это не знаю, но буду вот так узнавать вместе с нашими слушателями и зрителями. Дмитрий, пожалуйста. Да, в том числе мы и проводим эфир вот на эту тему, чтобы люди все-таки понимали, что это такое, что из себя представляет креативная индустрия. И вот, Петр, ты как специалист в этой сфере, подскажи, ну что все-таки такое креативная индустрия в целом и в общем, да, в стране и в мире, и может быть у нас какая-то особенная креативная индустрия в Республике Саха-Якутия? Отлично, большое спасибо за приглашение. Всем добрый день, всем слушателям, всем телезрителям. Да, если так небольшой экскурс объяснить, что такое у нас креативная индустрия. Если раньше у нас это объединяющее слово для всего, что когда люди начинают что-то делать самостоятельно, что-то новое, вот это, в первую очередь, IT, вот как прошлый гость говорил, это, конечно, кино, музыка, но также в него входит и дизайн одежды, дизайн украшений, большое количество современного искусства, архитектура. Вот у вас одежда, оказывается, тоже да, в национальном стиле, да, абсолютно очень интересный жилет. Да, это тоже моя бывшая коллега, она Aimniwear, она самостоятельно это делает. Вот она взяла и сделала, и вот на Ленских столбах все это можно купить, и если даже посмотреть нашу молодежь, даже у вас мы футболка. Сильно не рекламируем название. Даже если куда-то подойти, у нас очень много молодежи сейчас носит именно якутскую одежду. Это и есть то, что касается, но это креативная индустрия, а есть еще понятие креативная экономика. И здесь важно, что не просто даже создать что-то руками, а понимать, где есть перспектива и как это можно продавать. И я представляю Фонд развития инноваций Якутии, и наша все-таки задача обучать людей, как вот эта креативная экономика пользуется, как это продавать. И для этого мы их поддерживаем. Мы в первую очередь, конечно, изначально поддерживаем IT-стартапы, которые у нас есть в IT-парке, мы располагаемся. У нас их большое количество. Это стартапы, простыми словами, это приложения, веб-сайты, какие-то инструменты, программное обеспечение, которое создается. И к нему относится большое количество разных. И наша задача находить лучшие, обучать их, проводить через наши акселерационные программы. И самое сейчас важное, мне кажется, вот у нас прошел форум креативных индустрий Дальнего Востока. Именно прошел у нас в Якутии, и мы, грубо говоря, показали мастер-класс всему Дальнему Востоку, как мы этим занимаемся. И действительно, я был во многих городах Дальнего Востока, Арктики. На самом деле, по сравнению со многими из этих городов, я смело скажу, мы вообще как Токио, можно сказать. Все удивились, так и говорят, у вас очень это все сильно развито. Это большой уровень. Даже сейчас у нас проходят в Якутии в эти дни Астаны, Республика Казахстан в Якутии. И сейчас вот в эти парки мы с ними обсуждали, и они удивляются, классные у вас стартапы, классные продукты, давайте вместе сотрудничать. Вот. Так что это показывает, что у нас все это очень сильно выросло. Но теперь важно выходить за пределы Якутии и Дальнего Востока, и мы хотим сейчас обучать именно нашей креативной индустрии, как выходить за пределы, выходить на экспорт. И это возможно. То есть мы здесь будем делать товар, IT-товар в том числе, который будет выходить за пределы Республики Саха-Якутия и, соответственно, будет продаваться. Вот мы говорим о креативной экономике. А экономика без вложений, без инвестиций, конечно же, никуда. И вот здесь резонный вопрос. Вообще у нас есть ли потенциал дальше развивать, строить что-то, заводить новое? Все-таки креатив – это частные инвестиции или креатив все-таки он должен быть государственным? Тут и так, и эдак ты прав. Действительно,
без поддержки государства они не будут расти. То есть мы говорим о них вот сейчас, вот часто. Мы для них в первую очередь создаем инфраструктуру, она уже создана. Это у нас креативный кластер «Квартал труда» создан, вот, как мы говорили ранее, будет строиться дальневосточный кинопавильон. Также у нас есть IT-парк, инфраструктура, где ребята сядут и будут работать. И там, где это появляется, происходит какое-то взаимодействие. Теперь дальше, да, действительно, вложения какие нужны. Вот как мы, как фонд, мы привлекаем вложения к нам тоже от крупных компаний и тем самым поддерживаем их финансово, стартапы именно в части IT. И сейчас, да, мы думаем о том, как развивать эти креативные индустрии другие, помимо IT. И в числе них входят видеоигры. Видеоигры, я считаю, это квинтэссенция всего. Это и анимация, это и история, это и программирование. Графика, да. Да. Сам я работал в компании Майтона более 7 лет, начинал тоже создание видеоигр, и, как и вы, тоже был ранее журналистом, но перешел вот в видеоигры. Вот, и сейчас, именно как в фонде, я отвечаю за развитие этой индустрии, у нас, видеоигровой индустрии. У нас большое количество специалистов. Компания Майтона оставила после себя большое количество разработчиков, выходцы из нее, ветераны ее, создают свои небольшие видеоигровые студии у нас, и мы их поддерживаем. И вот мы, получается, когда был форум креативных индустрий, объявили о создании издательства видеоигрового «Новая игра плюс». И сейчас у нас в разработке 2 видеоигры, и они обе несут в себе тоже посыл, месседж о нашей культуре якутской. И мы их выпустим в феврале 2026 года. И другие студии мы тоже будем поддерживать, когда, если все получится. И они существуют. И главное, что это развивается. И вот мы начали с видеоигровой индустрии. Сейчас мы также проводим стартап-экспедицию в страны БРИКС для того, чтобы такие, ну это мы уже, можно сказать, стартапы в кино, в музыке, в анимации, уже выводить на международные рынки стран БРИКС. Ну а вот как людям понять, что их проект перспективный, куда им обратиться, или достаточно одной идеи, или нужно уже проложить какие-то первые шаги, нужно уже вложиться, да, во что-то, чтобы у тебя появилось что-то, ну, из сферы IT, да, какое-то приложение или еще что-то? На самом деле часто заблуждение бывает того, что у меня появилась замечательная идея, я приду и мне сразу вывалят миллионы. Нет, сама идея по себе ничего не стоит. Как обидно. Да, к сожалению. Пока не запатентовано, наверное. Может быть, 10 лет назад в Силиконовой долине это было что-то стоило, ну или даже лет 15. Сейчас нет. Действительно, если у вас есть какая-то идея, вы сначала опробуйте ее. Сделайте, как мы говорим, MVP, то есть маленький, небольшой продукт, вот демо, такую вот пробную версию. Трейлер. Да. Попробуйте ее на знакомых, друзьях. А скажите пример какой-нибудь. Ну, например, это, ну, я думаю, вот тоже приложение Мост, вот, которое мы не называем. Да, ну, или какое-либо приложение, или человек его сначала самостоятельно делает, пробует, обкатывает на нескольких людях и потом показывает уже потенциальному инвестору: смотрите, вот у меня есть такое приложение, у меня уже в нем 1000 человек, я знаю, как двигаться в нем, работать дальше. Ну, я слышал, у нас было приложение, например, по самоучителю якутского языка. Кстати, оно работает? Честно говоря, вот я его честно установил, да. и начал там я тоже его проходить установила, обучение. были в этой студии, да, как раз те, кто его, это приложение изобрел. В какой-то момент потом хвалили. Время, да. То же самое в одежде, в чем угодно. Нужно сначала самому сделать первые шаги, да. Апробацию провести, а уже потом идти к инвестиционным компаниям, таким как мы, и уже говорить: у меня уже есть продукт, давайте есть его отзывы. масштабировать. Есть отзывы, давайте его масштабировать, увеличивать. А для масштабирования, соответственно, конечно, нужны вот без средства. людей никак, да, везде нужны люди, везде нужны вот контакты, везде нужна какая-то да, команда. хотя говорят, что скоро все будет роботизировано и прочее. Да. Ну вот, а в этом плане, чтобы были кадры, нужно образование качественное в этом плане. Что касается, например, видеоигр, мы в 2 уже университетах внедряем такие образовательные программы. Ну, у нас очень много учебных заведений, где этому сейчас обучают. В том числе все-таки даже, у нас этому учат, да? В том числе даже IT-школу. У меня сын вот сегодня закончил одну из IT-школ, летнюю программу, и уже сам самостоятельно может сделать какую-то небольшую видеоигру, ну, на базе таких готовых экземпляров. И у нас, ближе подрастающее поколение, будет этим заниматься. Вот, но в наше время, если вспомнить, ну, у нас с тобой, например, Дима, когда мы были, может, старшеклассниками, студентами,
У нас не как сейчас, у нас было часто, могли тебе сказать, не выпендривайся, зачем тебе это делать? Может быть, не стоит тебе этим заниматься. Гасят зародыши, Да, так сказать, твою инициативу, твою идею, говорят, что у тебя не получится. Но у тебя все получилось, ты сплотил вокруг себя молодежь. Какой-то стартап создал и начинает делать игры, потому что захотел, начал и не послушал других людей, действительно, тот, кто тебя останавливает. Попробуйте, пока, и особенно если вы молодые, у вас есть время для того, чтобы попробовать, конечно, набить какие-то, может быть, шишки, но пойти дальше. Не слушайте никого, делайте, творите. Вот это и есть креативная индустрия, это первый шаг, не побояться и начать делать что-то самостоятельно. Ну, поговорим о будущем, о перспективах. Какие перспективы на сегодняшний день у республики в креативных индустриях? Какие направления самые востребованные? Куда все-таки больше смотрят и инвесторы? Куда больше смотрят сама молодежь? Я так понял, что креативная индустрия — это именно, как мы уже с предыдущим гостем обсудили, что это та сфера деятельности для поколений X и Y, да, и Z ли там, господи, запутаешься в них. Их там много, да. Да, но сам факт, что это молодежь, и эта молодежь, она удерживается в республике за счет того, что действительно идет развитие. Так какие все-таки у нас перспективы на ближайшее будущее, на какие направления, может, дадите подсказку даже кому-то, на что обратить внимание? В первую очередь я предлагаю, это IT, потому что в нем действительно сделать какой-то продукт, найти свою нишу, и легко можно масштабировать свой продукт. Это IT. Кино. У нас можно снять кино, если посмотреть там по последним фильмам, например, бюджет какого-то фильма составляет 15 миллионов рублей, а уже прибыль по итогам сборов, только сборов, если даже не вышли на какие-то площадки, может быть около составляет 70-80 миллионов. И дальше они вкладывают. Что касается музыки, у нас тоже много очень талантливых артистов, которые тоже выходят за пределы республики. Ну вот, кстати, Петр, перебью. Когда к нам приезжали гости из Башкирии, да, популярная группа, можно группу-то называть? Группу, наверное, можно. Ну ладно, все поняли, про какую группу идет речь. Много в интернете обсуждалось на всех пабликах, почему наши ребята из Якутии не могут прорваться там на российскую, да, эстраду, не могут, тем более на мировую куда-то прорваться, хотя в принципе этнос этот похож, очень язык похож, природа похожа, девушка тоже красавица, как и наша, парень с таким горловым пением, точно так же, как и наши ребята, которые действительно тоже могут удивить. Почему здесь вот не получается вырваться у ребят? Тут я, наверное, может быть, скажу, могу же назвать артистов, именно артистов. Артистов, я думаю, что можно. Ну, да, это вот, например, у нас очень популярные артисты, это Галина Апельсин, девочка, Забель Лерочка. Они очень востребованы, их песни очень прослушаны миллионами на разных стриминговых площадках. Так что артисты наши очень хорошо выходят на российский, всероссийский уровень. На международный пока сложно сказать, но на всероссийский выходят. А что ж тогда все начинали писать о том, что у нас такого нет? Почему мы сами себя тут опять же начинаем тормозить, да? Вот, как возвращаемся к вопросу опять о том, что когда тебя начинают тормозить и говорить, зачем ты это делаешь. Да. То есть у нас, естественно, может быть много хейтеров, комментариев, но их не надо слушать, надо идти вперед и делать, действительно. Ну вот просто с той группой, которую вы упомянули, да, там действительно, почему у них получилось, как будто бы то же самое, у нас даже круче, а у нас вот нет, например, вот такой популярности у какой-то из наших групп. Ну, опять же, вот те артисты, которых я назвал, они весьма популярны, но в то же время они стали популярны благодаря виральности вот своего клипа. Сама песня очень зацепила, и действительно, это при правильном маркетинге, при правильном подходе все, я думаю, получится. И тут поэтому надо обучать наших всех, кто занимается этим, и как это все продавать. И вот мы сейчас маркетинг, он тоже очень важен. Те же стартапы мы сейчас обучаем. Мы запустили экспортный акселератор, именно наши стартапы, как выходить на международные рынки. Потому что создать это одно, а продать это другое. Да, наверное, случайностей здесь не бывает, здесь нужно все продумать
каждый это, год наверное, какой-то должен шаг, быть да. продакшн прям конкретный какой-то. Это тоже надо, кстати, людей учить, и это тоже креатив довольно-таки. И это не сами артисты должны быть, а специально обученные конечно, люди рядом потому с что ними, у да. артиста и так, у него, Другая задача. у него, во-первых, плотный график, если он здесь популярен, он в любом случае гастролирует. Здесь хотя бы по Якутии у него куча концертов, у него записи, у него репетиции и прочее. Это очень много времени занимает. А для того, чтобы себя еще продавать, успевать, ну, я думаю, действительно это должны профессионалы делать, а абсолютно отдельные люди. Вот тут хотелось бы заметить, да, корпорация развития Якутии, которая занимается развитием креативных индустрий, в том числе особенно музыка, мода, кино. Афанасий Савин, директор, очень много сделал для того, чтобы это все развивалось. И тут важно тоже сказать, что они, как они говорят, нужны нам хорошие продюсеры, которые здесь бы у нас работали и помогали продвигать. Я так думаю, нам важно, чтобы у нас появлялись такие именно продюсеры, на НВК есть продюсеры, которые могли бы продвигать наших артистов, нашей креативной индустрии, обучали бы их, как сделать их продукт самым популярным. Ну, что точно есть что показать. А вот технологии, да, которые ввиду проведения специальной военной операции начали довольно-таки тоже мощно развиваться, появилось производство у нас болотоходов, производство дронов, производство даже средств радиоэлектронной борьбы. Это тоже креативная индустрия? Или все-таки это уже оборонно-промышленный комплекс, так сказать, народный? Да, тут, наверное, больше оборонно-промышленный комплекс, но в то же время эта специальная военная операция открыла хорошее такое окно для импортозамещения программного обеспечения. Да, и большое количество стартапов, в том числе, которые мы поддерживаем, начали реализовывать такие проекты. И в том числе они также у нас есть. И я думаю, в том же плане, может быть, одежды, действительно, что мы, как видите, уже носим больше ту одежду, которая производится у нас. В своем мы ходим. У нас больше стало появляться именно нашего своего, пользоваться популярностью. И это действительно правильно, потому что эти деньги все-таки остаются у нас, в республике, в стране. Но в то же время, почему я говорю, сейчас нужно идти на экспорт, больше, потому что это будет больше привлекать денег. Вот скажем, как я и говорил ранее, я работал в компании Майтона, и получается, у нас были мобильные бесплатные игры, и основная часть игроков, они были в Штатах, по всему миру, и эти деньги возвращались в Якутию. И большое количество разработчиков тратило их здесь на покупку квартир, на ипотеку, машин, всего, и эти деньги оставались здесь у нас в экономике. Даже по результатам, на самом деле, одного из, наверное, это 18 или 19 год, по итогам налогов, выплаченных в бюджет города Якутска, компания Майтона в какой-то год обогнала, даже сравняла с компанией Алроса. А сколько вот? Минута до конца эфира. Ну, да, наверное, будем подытоживать. Действительно, очень до конца не раскрытая на самом деле индустрия, креативная индустрия, в которую можно и нужно на самом деле вкладываться, потому что это, ну, на мой взгляд, самое важное то, что это помогает людям развиваться здесь, в Якутии, и оставаться здесь, в Якутии, не искать какой-то лучшей жизни на территории других городов, стран и прочего. Поэтому, уважаемые телерадиослушатели, если у вас есть такие идеи, если у вас есть какое-то желание развиваться, конечно же, раскрывайте свой потенциал здесь, в Республике Саха-Якутия. Великолепные креативные люди Дмитрий Паньков и Петр Гоголев. Всем спасибо за внимание.